насколько важно показать всем, что исламское государство не имеет ничего общего с настоящим исламом? Ну, это мы называем ивритское государство, потому что там связано с религией, с исламом ничего нет. Там собрались террористы, наркоманы, экстремисты и западные спецслужбы ведут их, как понимаешь, там на сцене актеров. И поэтому это мы сами с ними боролись. Они были Чеченской республикой, они и сейчас хотят проявить свой я на территории России, но это у них не получится, потому что они враги ислама. И враги ислама и в первую очередь враги мусульман. Поэтому на свете сегодняшних событий Россия всегда показывает, как относится к религии ислам, как он на самом деле не в политическом плане, а реально помогает мусульманскому сообществу за всего мира. И все, что касается мусульман, от России, всегда была поддержка, и он, когда еще были, когда у нас после парламентских, первое заседание после парламента, он заявил, что Россия является верным другом ислама. Это слова Путина, поэтому вот его слова находят реальность. Вот мы видим, как открывает мечети, как он сегодня тепло поздравил и цитировал Коран. Это для мусульман дорогого стоит, поэтому мы сегодня счастливы, мы сегодня гордимся, что мы являемся частью этой великой страны России, что мы можем внести свою лепту для укрепления государственности нашей великой Родины. Что для вас вот это символизирует? Известие большой соборной мечети фактически в центре Москвы. Это для каждого мусульмана, это, можно сказать, все. Это дом Всевышнего, это мечта каждого мусульмана. Мы об этом даже думать не могли, что в ближайшем будущем столице нашей Родины откроют двери, такая красивая мечеть. Что мы чувствуем и что это означает, слова не передать. Рамзан Кадыров вместе с членами